Окей, мы в эфире. Всем привет. Всем привет. Это стрим Каз Подкаст, если смотрите, а если слушаете Каз Подкаст аудио. Вот, Всем аудиоверсия этого привет! стрима. Да, у нас сегодня в гостях Диана. Это должно было случиться в любое медиа, все, что происходит в Казахстане. После того, как решили сделать, задается второй вопрос. На каком языке мы это будем делать? Если начинаем на казахском, то продолжается на русском. Если начинается на русском, то продолжается на казахском. Вот, Диана – это администратор огромного чата Каз Подкаст в Телеграме. Диана, добро пожаловать. Спасибо большое за приглашение, Эльдар. Да, на самом деле сегодня должна была прийти у нас другая гостья, автор подкаста «Шендех подкаст» Асем. Но, к сожалению, у нее там что-то случилось со здоровьем. Мы желаем ей, чтобы она не болела, чтобы у нее все там нормально было. Поэтому получился такой срыв, да, почти. И я срочно Диану попросил поучаствовать, поговорить о подкастах Казахстана. Вот, и Диана любезно согласилась, спасибо большое. Потому что, с одной стороны, я почему пригласил? Я знаю, что ты очень много знаешь про подкасты Казахстана. Ты слушала их много, ты прям переживаешь, пишешь им отзывы постоянно, там выкладываешь новые эпизоды, которые мы не видели, да, или там подсказываешь какие-то интересные моменты, поэтому да. И вообще сама собираешься делать подкасты, и это вообще круто. Вот по этой части. Вот. Это, смотри, Да, Ян, это разговор, это не интервью, это просто беседа. Сейчас, если кто-то будет задавать вопросы, мы будем отвечать вот в этом плане. Поэтому смотрят нас не так много народу, как хотелось, поэтому можешь не волноваться. Там, типа, если 10-20 человек наберется, это вообще на данный момент считается очень крутым показателем. Вот, расскажи про этот чат. Что это за чат, почему ты его создала и в чем цель его? Ну да, причин много было. Первое, что дело в том, что у нас в каждом подкасте есть свой чат. И ты, получается, в Телеграм заходишь в этот чат, присоединяешься, оставляешь свои отзывы, и оно у тебя как-то накапливается 2, 3, 4, 5. И потом думаешь, ну почему бы не создать общий один подкаст и обсуждать все вместе? И Общий еще один один чат момент для всех был. подкастов. Один чат, да, один чат, извини, да. Спасибо, что это скорректировал. И почему бы почему бы не создать такой чат и не обсуждать все вместе? Это первая причина. В каждом чате нужно лестно говорить о самом подкасте, о хостах. Нельзя критиковать, нельзя говорить, что я не согласен. Вот. И если ты скажешь об этом, то ты попадаешь в черный список. Как будто бы слушатель обесценит весь труд хоста. И администраторами этих чатов, то есть самими хостами и их близкими друзьями, это как бы банится. Вот, и поэтому я решила создать авторитарный режим, поэтому хватит. Хотя бы в таких нишевых платформах должен быть какой-то свой чат. Да, это супер интересно. Слушай, я не знал об этой причине. Я знал о первой причине, но не знал про вторую. Как бы типа сложилось такое мнение, что только из-за того, что этот подкастер соизволил создать свой подкаст, мы не имеем права критиковать или сказать, что нам не понравилось. Какая тема, типа? Да. Нет, это не в смысле того, что я была забанена этими чатами, вот создала свой общий чат. Нет, не из-за этого. Просто я думаю, почему нет? Нужно ведь обсуждать и плюсы, и минусы. И для них хорошо, и для нас хорошо. Да, и я вообще, когда я первый раз услышал про вообще эту идею и про создание такого чата, я сразу подключился, и мне она понравилась, идея в целом живая, она имеет место быть. И поэтому не стал создавать чаты для своих других подкастов, типа у меня там у одного подкаста только. Ты когда подключился? Скажи, пожалуйста. Алло.
Ты когда подключился? Скажи, пожалуйста. Я точно не помню, очень давно. Кажется, там 50 человек, может, было, не знаю. Я точно не помню. Ну здорово. Значит, в самом начале шучу. Всех остальных добавила я. Может, я не помню, Сначала откуда я, добавила как туда друзей. попал. Ага. Я сначала добавила своих друзей, у меня где-то их накопилось 14, остальные вышли, потому что они говорили, ну, Диана, ну, не наш это формат, мы не слушаем подкасты, спасибо, но не. Ну да. Вот, и на что я говорила, ну, это супер, это здорово, можно слушать, не нужно тебе радио, тебе просто выбираешь свою тему и слушаешь. Вот. Смотри, давай чуть-чуть расскажем про такая, у нас типа рубрика есть, вот, называется Подкаст News, да, и мы здесь рассказываем, какие новости произошли в казахстанском сегменте подкастинга, да. Сегодня у нас произошло всего 4 события. Это 4 новых подкаста, которые вот нашлись, которые появились вот в этом чате, благодаря ему я нашел. Вот, и первый из них это подкаст Бета-Шар. Ты успела послушать там эпизод или там трейлер какой-нибудь, нет? Знаешь, такая связь плохая. Да, походу. Что бы сделать? Извини, пожалуйста, я твой голос. Окей. У нас прям очень нестабильная связь. Как будто Диана в другом находится измерении. Откуда-то там вещает. Может, ты попробуешь переподключиться? Может быть, из-за этого? Как думаешь? Хорошо. Я сейчас Диане напишу приватно, да. Вот. Диана, наверное, сейчас попробует зайти заново. Смотрите. В общем, появилось 4 подкаста, и первый из них, это называется он «Бета-Шар», там двое девушек обсуждают феминизм, рассказывают про феминизм. Я пока еще его до конца не дослушал, поэтому какого-то прям однозначного мнения сказать не могу. Но в целом мне интересно слушать, вот что я вам скажу. Интересно слушать, интересно услышать их мнение, информации, да. Довольно интересный подкаст. И название подобрали тоже интересно. Кажется, во втором эпизоде они рассказывают, почему они выбрали именно такое название «Бета-Шар», да. И довольно тоже задумка интересная у них. Диана к нам вернулась. Диана, с возвращением. Эльдар, извини, пожалуйста, что была такая разминка. Теперь ты меня хорошо слышишь? Я тебя хорошо слышу, да, как и до этого. Вот. Круто, мы, знаешь, как какое-нибудь такое большое телевидение. Типа, сейчас мы ждем, да. Технические неполадки. Да. Эльдар, задай, пожалуйста, еще раз вопрос. Да, про подкаст Бета-Шар я только что... Вот, потом у меня ответный вопрос есть. Да, вот про подкаст Бета-Шар, ты его слушала, нет? Там описание, типа. Подкаст Бета-Шар, ты его слушала? Диана снова висит. Ой, блин. Связь, конечно. Может быть, смотри, давай попробуй просто отключить видео. Нельзя. Попробуй отключить видео и остаться голосом просто здесь. Может, так сработает? Там должна быть кнопка давай отключить попробую видео. так. Да, вот так попробуй сделать. И я сделаю вот так, и все. Видно будет только меня, но тебя будет слышно. Да, вроде бы получше, да?
Да, кажется, получше, да? Да, да. Я спрашивал про подкаст «Бета-шар». Слушала ты его, читала описание, там что-нибудь такое? Что там насчет Беташара? Слушала ли ты его, этот подкаст? Диана, слушала ли ты подкаст «Бета-шар»? Слышишь ли ты меня? Раз, два, три. Беташар нет, я не слушала. Я могу тебе сказать, какие я слушаю. И ты мне скажешь из казахстанских, какие ты слушаешь, кроме своих учеников. У тебя же есть еще свои ученики. Хорошо, давай Подкасты. попробуем. Я открываю свой подкаст-плеер и поговорим. В целом, Да, короче, нет, не слушала. Бета-шар, я расскажу вкратце Нет, про я Бета-шар. Это подкаст не слышала. Короче, они разговаривают про феминизм там. Вот. Я слушала твоего ученика, Даны. Так, круто, давай. Первый эпизод. Мне оно очень а-ля Шалка радио. Угу. Слушала все 3, ну, то есть у них всего 3 эпизода. Вот, слушала эти 3 эпизода. Подкаста не по сценарию. Его ведет Айман из RCG Ильдар. Он пишет сценарии. И еще одна девушка, которая пишет критику о фильмах. Вот. Диана, 5 секунд. Белка-стрелка, звонок другу. Диана. Алло, Диана. Отстает на 5 секунд или что-то такое? Диана, смотри, подожди, пожалуйста, 5 секунд. Наш сегодняшний... Это будет самый запоминающийся приглашенный человек. Он, за всю историю. Да, он, кажется, подсоединяется. Смотри, да, Ваня, я тебя подключаю. Это у меня слабый интернет. Так, Вань, привет. Всем привет. Как дела? Так, все отлично. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Вот. У нас, значит, на связи еще Диана, она мне помогала. Это администратор одного из подкастерских чатов Казахстана. Их, как ты понимаешь, очень много, и она решила, короче, объединить все чаты подкастов в одно место, и, в принципе, мне эта идея очень нравится. Вот такая вот штука. Ваня, добро пожаловать. Блин, я очень долго ждал тебя. Когда где-то полгода назад, кажется, я тебе говорил, да, что тебе надо прийти и рассказать, что это было, как это было, да? Да, добро пожаловать. Мы здесь только что разговаривали про новые подкасты. В общем, короче, давайте я закончу этот блок, да, с новостями из подкастинга, и мы пойдем дальше. Вышло 4 подкаста. Первый из них «Бета-шар». Это про феминизм. Сидят девчонки и разговаривают про феминизм. Я не дослушал, поэтому однозначно не могу сказать своего такого-то мнения, хорошо или это плохо, или там нужен нам такой подкаст или не нужен, да, своего мнения. Но это интересно, нужно послушать его. Второй подкаст называется «Истерик», и это прям супер классный подкаст. Он на казахском языке. Там есть всего один эпизод, но эпизод очень крутой. И он одноминутный. Там, получается, человек просто рассказывает, какой запах ему больше всего запомнился за какое-то время. И в первом эпизоде человек рассказывает про запах гаража. И это все на казахском языке, прям супер концептуальный, классный подкаст. «Истерик» называется. Потом третий подкаст называется «Меломаны». Его, значит, ведет тоже один из наших друзей. Он про музыку. Там очень много музыки, они составляют плейлисты, слушают, обсуждают и все в этом роде. Потом четвертый подкаст, тоже одного из моих друзей, Аим, подкаст «Мотиватор 365». Это тоже подкаст на русском языке, и Аим мотивирует словами, мыслями, и плюс к этому она будет выпускать эпизод каждый день. Каждый день утром вы просыпаетесь, и у вас будет один эпизод. Там, кажется, тоже у нее минутный подкаст, то есть минута такого вдохновления вам с утра. Мне нравится то, что это будет название очень крутое, прям мне нравится. И
то, что этот подкаст будет выходить каждый день. Я вообще просто болею за этот подкаст. Успехов им. Послушайте, дайте. Там уже, кажется, уже есть около 10 эпизодов. Называется «Мотиватор 365». На этом блог замечательный Хасподкаст Ньюс закрывается, и мы переключаемся к нашему гостю. Ваня, очень рад тебя видеть. Ja, взаимно. Да, как твои дела? Как там с ремонтом? Нормально все? Да, все нормально. Прямо сейчас идет. Я надеюсь, что не особо это слышно. Постарался звук отладить, как имеющий ранее опыт в подкастинге. Ну, вроде как что-то получилось. Круто, круто. В общем, предыстория такая, что в 2008 году у Вани был... В 2008 же, да, Вань? Ну, около того. Да, примерно около первого баркэмпа, короче, где-то за год. Да, это примерно в тех годах у Вани был полноценный подкаст-хостинг для казахстанских подкастов, где можно было выложить подкаст, где можно было слушать подкаст. В общем, короче, вот такой вот сервис был. Да, поэтому история казахстанского подкастинга начинается в 2008. Почему-то очень многие подкасты были, оказывается, и на казахском, и на русском языке именно в 2008 году. Что-то там происходило. Вот, расскажи нам, что это было? Ну, собственно, все было примерно так, как ты и говоришь. Это был первый в Казахстане подкаст-терминал. То есть платформа, на которой каждый желающий мог выложить свой подкаст. Но начиналось все не с этого, начиналось, собственно, все, как нескромно будет сказано, лично с меня. Я услышал в России, как это вся движуха идет, Радио Ти, Умпутуна там и прочих товарищей, которые уже тогда были, можно сказать, подкаст-звездами. Ну, решил попробовать, почему бы не сделать такое же, попробовать. Я тогда собирался только поступать еще на журфак, я еще в школе учился на тот момент. И подумал, это как раз связано с будущей профессией, и почему бы не попробовать. Попробовал, все вроде как получилось. Сейчас, конечно, если переслушивать то, что тогда было, это ужасно, это слушать невозможно. У тебя есть записи? Какие-то самые первые мои личные Круто, записи. слушай, скинь мне, пожалуйста, я обещаю никому не отправлять, я просто сам хочу послушать. Это супер. Собственно, я давно-давно переслушивал уже, и надо будет поискать. Тогда, когда мы в прошлый раз пытались связаться, я попробовал что-то найти, у меня не совсем получилось, надо будет порыться. Это, получается, нужно подключать какие-то старые жесткие диски и так далее. Это все не очень просто, с учетом еще, особенно что тут дома, все очень сложно сейчас найти, но я постараюсь. Вот, и потихоньку это все начало перерастать во что-то большее. Я тогда вот сначала я самого Умпутуна слушал, потом послушал Радио Ти. То есть я подкаст русскоязычный о технологиях, где несколько человек собираются. И подумал, что окей, русскоязычное оно есть, и около компьютерное, около... Ну, всемирное, можно сказать. Темы обсуждались абсолютно разные, там, об американских IT-компаниях и всех других. А именно казахстанского такого вообще в помине тогда не было. Еще никто это не пробовал делать. Я решил попробовать. Я, по-моему, на YouVision тогда саму идею опубликовал, типа, что вот можно так сделать, но мне нужен какой-то соведущий, напарник, чтобы это все делать. Вот, откликнулся человек. Вот очень грустно, что я уже даже ник не вспомню, потому что это было больше, чем 12 лет назад. Вот. Но, собственно, что интересно, само слово вот подкаст, то есть подкаст через Z, это идея этого человека, сам нейминг, собственно. И это раньше не терминал так назывался, а именно вот этот подкаст, в котором мы, собственно, Казнет обсуждали где-то раз в неделю, собирались, все новости брали. Вот. Сначала это было в таком формате, то есть мы находили за неделю там, ну, собственно, в основном я новости, которые происходили в Казнете. Какие года он просуществовал, этот подкаст? Да буквально, наверное, вот 8-9, и где-то на 9-м, и, наверное, все и кончилось. Вот, потом стали уже на платформе другие появляться. Я, собственно, уже платформой стал заниматься в основном, а не этим проектом. Собственно, этот проект начинался с новостей, а потом перерос в некоторые интервью, наверное, можно сказать. Мы приглашали экспертов, собственно, тех, кто самый крупный. А Казнет на тот момент был довольно маленьким, все друг друга знали. Вот я живу в городе Экибастуз, у нас все друг друга знают. Вот, собственно, Казнет тогда был таким Экибастузом. Это сейчас он там Алматы, там Нур-Султан и прочее. А тогда это был такой совсем маленький между собойчик. Все всех знали, но были, конечно, тоже люди, которые мало чего знали. И им было безумно интересно послушать все из первых уст.
Да и когда мы Мгм. самим было интересно с этими людьми поговорить. И потихоньку это все переросло в такой проект интервью с экспертами. И довольно неплохо мы собирали аудиторию уже под конец этого всего дела. Какая там статистика была? Ну, на тот момент где-то Да. 250, 300, там 400 прослушиваний в неделю, это было внушительно. Сейчас это, наверное, можно там за несколько минут собрать. А тогда это на фоне того, что Да. сам Казнет там составлял несколько тысяч человек активных пользователей, это было Ага. прям-таки неплохо. Да, Казалось. да, да. По крайней мере, казалось тогда, да. Окей, окей. Слушай, я вот, короче, искал всю эту историю, смотрел, и я задался вопросом, в то время наши подкасты отправлялись, вот казахстанские подкасты, в iTunes, или это как бы мы вне iTunes были сами по себе? Ну, только автоматически, получается, из Арпод. У Арпода был фид, Да-да-да. который уже Ага, экспортировался везде. И вот, ага. собственно, только через Арпод, наверное, мы на все и выходили. Мгм. Так что как-то так. Так, у нас, значит, получается, вот Диана отписывается, говорит, интернет не прошел проверку, стрим технологии. Что это? Мгм. Да, Диана, ничего страшного, все нормально. Спасибо тебе, что пришла, поддержала, попробовала это сделать. Как-нибудь будет хороший интернет, обязательно с тобой встретимся еще раз на стриме. И Диана передает тебе привет. Ань. Взаимно. Не успели особо познакомиться, но... Да, но я думаю, это дело времени. Вот, в общем, была вот такая движуха. Смотри, Мгм. сколько тогда примерно сколько подкастов было в Казахстане, как ты думаешь? Ну, Ну, если на самом прикинуть. пике штук около, не знаю, несколько десятков, 20-30 Мгм. где-то в этих пределах. Что тогда, Мгм. опять же, казалось это внушительно для нас, потому что начиналось-то все с одного, и никто не планировал, что это разрастется до чего-то. Пусть сейчас это выглядит не так презентабельно, но тогда это казалось таким мощным проектом. Знаешь, это важный момент, потому что нам нужно знать, я считаю, что нам нужно знать вообще, что было тогда, да, то есть многие думают, что казахстанский интернет начался вот-вот, да, а он там начался где-то в конце 90-х, да, чего там не было. Потом еще одна волна вот пришла на 2007, 2008, 2009 года, да, почему-то прям в это время вот интернет очень такой прям активный был. Вот. Потом следующая волна была где-то 2000, наверное, 11-12 году прям такой всплеск был. Вот, смотри, получается, подкаст потом, что с ним потом случилось? Ну, просто заглох. Ну, опять же, все на мне держалось, по сути. Не я Мгм. это разрабатывал, не я это как бы администрировал, но я, можно сказать, по текущим меркам, наверное, продакт-менеджер самое близкое. Как меня можно описать, что я делал, собственно, получается, у меня генерировались идеи, которые перерастали в ТЗ программистам, дизайнерам. Вот, мы с ними кооперировались и пытались что-то сделать интересное. Начинали с обычного Drupal, то есть CMS, Мгм, конструктор, можно мгм. сказать, сайтов, и потом дописывали что-то, чего в нем не было, или использовали функции, которые не совсем так использовались, как мы придумали, но у нас это получалось. И потихоньку все это дорабатывалось и становилось уже чем-то похожим на классический подкаст-терминал, где могли размещаться Мгм, кто угодно, как угодно, там, с регистрацией. мгм, мгм, мгм. Вот. Смотри, несмотря на то, что этого проекта сейчас нет, типа, да, я его считаю очень супер успешным. Но, как мы видим сейчас, что там были допущены какие-то ошибки. Что это за были ошибки? Вот примерно, как ты думаешь? Главное, Блин, что... это похоже... Слушай, подожди, это похоже на интервью. По идее, это разговор, хорошо? Я почему-то включил себе интервьюера, но мне это интересно. Я хочу просто, чтобы узнать про эти ошибки, чтобы мы его не допустили еще раз, потому что сейчас как бы снова развивается подкастинг и как бы учесть те моменты. Ну, собственно, главная ошибка, я считаю, то, что это было сконцентрировано буквально вот на нескольких людях. Получается, я это все продакт-менеджерил. Был один Мгм. программист, один дизайнер, и как только кто-то один из стройки выпал, буквально все начало разваливаться. То есть для будущей успешности надо было это все, чтобы росло параллельно, чтобы команда набиралась и так далее, чтобы можно было кому-то передать функции управления этим всем и так далее. Если так случится, что будет не до того, как у меня и вышло.
Цепь Мгм. случайностей, собственно, все это развалило. Я переехал в другой город, у меня там вообще не хотели интернет подключать, и какой-то буквально больше года на 3G тупо сидел с лимитом диким трафика, не мог видео посмотреть, там, не только чем-то серьезным заниматься. Вот. И какими-то правдами, неправдами через еще одного деятеля Казнета большого, тогда Ляхова Александра, дядя Шала, пытался у Казахтелекома выбить, чтобы ту многоэтажку, где я жил, хотя бы к мегавайну подключили, чтобы хоть как-то что-то мочь делать. Вот. Он тоже критично отзывался об этом, что типа люди, которые делают Казнет, сидят без интернета, потому что государство не хочет его им провести. В общем, было много таких ситуаций интересных. Ну и вот это большая ошибка, то, что кто-то выпал, и все, и полетело. Потом те люди тоже как бы занимались своим проектом, у них веб-студия, они делают сайты. Соответственно, Мгм. полумеценатский какой-то проект, который вообще практически денег не приносил, вот Каски-Z на тот момент. У нас только идеи начали появляться, как это все продавать. Мы буквально 2 рекламы продали, там у нас баннер висел. О, круто, круто. И Расскажи подробнее, давай. да там ничего такого особо интересного. Нам написал человек, сказал, а вот если я повешу баннер, сколько это будет повешу, сколько это будет стоить. Ну, мы прикинули, сколько. Он сказал, вы что, прикалываетесь, это мало? Я вам могу больше. Что-то типа $100 в месяц мы получали с этого. Собственно, на эти деньги мы купили соведущему подкаст самого подкаста микрофон. Вот, и, Ага. собственно, в развитие мы тоже особо ничего не успели вложить. Мы только свои знания, свои умения вкладывали в развитие. Ага. Тоже, кстати, одна из ошибок, что надо было монетизацию не откладывать на потом, а уже сразу соображать. Хотя не могу сказать, что мы этим не занимались. Мы уже написали модуль, который автоматически вставлял в начало, в середину, в конец А, подкаста какие-то блоки. Ну, там шла реклама, собственно, терминала, потому что никто не успел у нас ничего заказать. Но сама ага, технология ага. у нас уже работала. Такое, конечно, ни одна CMS еще не умела. Чтобы загрузить Получается, ты загружаешь эпизод, он режет эпизод на там 2 части буквально, да? В начале ставит, в добавляет середине. свою Ага, ага, понятно, ставочку. понятно. Мгм. И так вот оно Мгм. работало. Оно у нас уже работало, там были наши рекламы, самих себя в начале. Но, к сожалению, это дальше не пошло, хотя могло бы. Потому что с ростом популярности, я думаю, рекламодатели бы тоже подтянулись. С учетом того, что Мгм. Казнет был маленький, все друг друга знали, и платформа была не маленькая по тем меркам того времени. Мгм. Я думаю, пришли Мгм. бы люди, но вот цепь случайных событий все это развалило. Понятно. Не, вообще, проект, конечно, супер классный на тот момент вообще, да, и если учесть, что сейчас в Казахстане вообще такого нет, да, типа все там иностранные в России только, да, их парочка, и то они прям пока на костылях они обещают, там, типа, лучше, все такое, да. Конечно, там мировые, иностранные, там, типа, американские, европейские подкаст-хостинги, они, конечно, супер мощные на данный момент. Поэтому Ну у да. меня был такой вопрос. Что ты думаешь о возобновлении такой штуки, да, как подкаст-хостинг? Ну, я думаю, что это здорово в любом случае. Как бы оно ни получилось, как бы оно ни пошло, пробовать это всегда лучше, чем не пробовать. И основываясь на своем опыте, знать, как это будет и как это пойдет, это намного лучше, чем просто в Мгм. голове это держать, ничего не делать. Поэтому любые начинания, я, конечно, всегда приветствую. Здорово, когда что-то Мгм. Мгм. собирается снова начаться. Да, я вообще, если такая будет задумка, я с удовольствием приму участие. В принципе, смотри, я сейчас вот занимаюсь созданием платформ, где люди могли бы, ну, не люди, а именно компании, да, размещать свои подкасты. Типа вот есть Казахское радио, я им сделал платформу, чтобы они выкладывали свои эпизоды. И это все через фид отправлялось, там везде распространялось, да. И это делается легко, да, то есть там около 5 или 6 плагинов есть, которые прям супер классно работают, там вообще никаких проблем, они очень хорошо отлажены. Поэтому если сейчас возобновить, я думаю, я не говорю, что на WordPress надо делать, да, но в целом технологии и вообще языки программирования не очень хорошо развились, и осуществить это дело будет намного легче, и можно будет, ну, с учетом тех последних ошибок, и вообще, в принципе, может быть-то и что-нибудь из этого выйдет, да. Поэтому вот такая вот тема. А насчет подкаста что? Мгм. Ты в подкастинг когда вернешься? Ну, даже не знаю, я какое-то время пробовал, я
несколько лет, тоже, наверное, давно, уже лет 5 или 6 назад пытался вернуться, так несколько подкастов записал. Хотел сделать что-то типа тогдашнего еще на Арподе утренника, то есть рано утром выходят новости и так далее. Я это наоборот сделал, типа вечерником, потому что я встаю около 12 дня обычно. У меня утренник как-то вообще не покатит, если только за день его записывать. Но это же совсем не то, это не свежая инфа уже. А вот если вечерком, там после обеда все это записывать и выпускать, я попробовал, в принципе, было неплохо, но получилось так, что у меня на хобби времени особо не остается. Раньше, когда я учился в школе, там, в институте и так далее, это все равно было еще не совсем взрослая жизнь, и можно было пренебречь чем-то другим, чтобы занять время на хобби. Сейчас надо зарабатывать, и, собственно, поэтому не так много остается времени. Ну, опять же, было бы желание, наверное, можно и выходные там использовать на это и так далее. Короче, вот Да. какая Нет, могу, когда я вернусь, а, вернусь ли вообще. почему же? Ну, смотри, сейчас намного легче, окей, Платформа подкаст запустить. появится, то А, можно попробовать выстрелить в новой платформе уже. А так сейчас мало представляю даже, типа, куда это все можно. Ни Арпода уже нет, ни конкурентов Арпода, собственно. Если напрямую, только в iTunes все это пытаться выложить. смотри, сейчас такая... Я тоже как бы был на AirPod'е, слушал там казахов в Канаде, да, Big подкаст, вот этих всех там про там Вахтанга, да, и всех слушал. И сравнивая, я одну штуку заметил, что на AirPod'е была такая штука, что очень мало рассказывали про то, что вообще подкасты, ребята, это про телефоны, да, это про то, чтобы быть дальше от компьютера, да, типа там гулять, чем-то заниматься, да. Преподносилось это как будто, что ты там должен сидеть и только там слушать подкасты, только на AirPod'е, да. А сейчас тема такая, что нужно просто понять, что ты выкладываешь где-то, пофигу, то там, допустим, тот же Anchor FM есть, и эта штука распространяется прям вообще везде. Неважно, где ты выкладываешь, то есть нет такого центра, как было тогда, типа Uvision или типа Арпода, чтобы в одном месте все собирались и все там мерились, да, циферками с прослушиванием. Такого сейчас нет. Сейчас есть, допустим, вот этот топ iTunes, и все. Как бы один из таких показателей. Вот я, наверное, в Поэтому... времени остался, когда это все... Я говорю, остался, походу, в том времени, когда это было централизовано. Да. И теперь перестроиться, я себя чувствую каким-то дедом 70-летним, который уже всю жизнь прожил с одной системой, а теперь ему надо на другую перепрыгнуть. Да, понятно. Не может. Не, вообще в этом плане проблем не вижу. У меня, в принципе, задумок много, всяких штук делается, и можно было бы подумать и, типа, знаешь, извини, запустить подкаст, вот тот же подкаст сейчас запустить, просто подумать, или там в месяц раз хотя бы запускать, да, чтобы обсуждать или вести хронологию событий, которые происходят в Казнете, потому что в Казнете происходит очень много всяких вещей. И нет места, где это все обсуждается, как я понял. То есть есть конкретные люди, у которых очень много подписчиков, там в Фейсбуке, в Инстаграме, они что-то пишут, и то они пишут там чисто, когда им надо писать, да. А вот так вот, чтобы конкретно по событиям проходиться, обсуждать такого, к сожалению, у нас пока нет. Смотри, еще касательно того, почему все развалилось, там, почему я ушел и так далее. Был у нас эпизод подкаста, когда мы с представителем Казахтелекома обсуждали работу Казахтелекома, работу интернета в Казахстане чисто технически, как все устроено, почему трафик такой лимитированный, почему мы не можем, как в Москве, полностью безлимитными пользоваться и так далее. Он тогда такую вещь сказал, то что, ну окей, вы сейчас сидите, создаете что-то казахстанское специально, потому что у вас тупо трафика нет на мир. Потом мы, как вам включим всякий YouTube, вы бросите свое Киви, как только мы вам включим любую внешку, вы начнете бросать все свои проекты. Я сказал, да нет, такого не будет, почему мы же вот так заинтересованы. Потом нам врубили внешку, я подумал, а зачем это все, типа, русскоязычный контент, он типа общий русскоязычный, зачем отдельно это делать в Казахстане? Вот касательно, например, на казахском подкастах, это да, это уже уникальная штука, которая вряд ли где-то за рубежом будет, ну, то есть за рубежом-то да, но вряд ли среди не казахскоговорящих людей вообще выстрелит. Собственно, вот это я считаю прям ниша, потому что
Это да, в Казахстане надо делать, на казахском надо делать и так далее. Правда, сейчас все местечковое становится тоже. Там, вот в своем городе подкаст, даже бывает внутри своего района там, и так далее. В этом плане тоже, да, Казахстан интересен, именно чтобы обсуждать новости Казахстана, которые вряд ли кому-то за рубежом, кроме тех, кто уехал или кто прямо конкретно интересен. А просто делать просто казахстанское, потому что в Казахстане и все, то есть не привязываясь ни к чему, не акцентируя внимание на чем-то. Это вряд ли кому-то будет интересно, потому что есть конкуренты, которые намного более развиты на сегодняшний день. Поэтому, собственно, сам подкаст тоже потихоньку стал в этом плане неинтересен, чтобы собирать просто местные подкасты. Надо было делать упор, какой-то акцент на что-то. Почему мы, а не кто-то другой, с учетом того, что трафик уже не лимитирован и так далее. Слушай, расскажи, пожалуйста, эту историю с лимитированием вот этого трафика, потому что я помню эту штуку, историю. Сейчас могут нас услышать люди в записи там, да, и сказать, о чем это они вообще говорят? Расскажи, что это за была история? Было все просто. Вот сейчас у нас есть безлимитный интернет. Мы заходим, куда хотим, не следим за трафиком, смотрим там всякий YouTube. Вообще редко кто заходит в личный кабинет, чтобы посмотреть, сколько гигабайт намотал за месяц. В Казнете тогда было так. Лимит на общий интернет давался там, ну, скажем, 7 гигабайт, 8. А все, что по Казахстану, это было не лимитировано. Соответственно, если ты скачал там 5-6 фильмов по 2 гигабайта, все, у тебя режется очень скорость на внешний мир, но при этом остается нормальная скорость внутри Казахстана. Поэтому, соответственно, все стремились контент потреблять, особенно тяжелый контент. А тогда аудио это еще был тяжелый контент, потому что лимиты низкие были. Все старались это делать внутри страны, не выходя никуда, потому что если все будут AirPods слушать, у всех кончится трафик, и все будут сидеть на очень-очень медленном интернете, хуже диалапа. Поэтому тогда это очень важно было, чтобы это все было обязательно внутри страны. А если кто-то местный свой какой-то подкаст выложил где-нибудь не здесь, то у него слушатели падали очень сильно, там с 300 до 20, например, потому что никто трафик тратить не хотел. Мы как-то ехали с товарищем в поезде, мы даже стартап придумывали, такой круг, разделенный на сектора, в центре написано внутри.kz, и там типа такие сектора, видео здесь, аудио здесь, там то-то здесь, и это казалось, что выстрелит, потому что это было важно. Сейчас это, конечно, очень странно звучит. Но... Да, это сейчас звучит реально супер странно и дико, типа, чё? Ну, это было реально. Так раньше было, но теперь даже конкуренция есть, теперь не Казахтелекомом единым, несколько провайдеров, которые между собой как-то все-таки нет-нет конкурируют, что-то пытаются тоже предоставлять. Уже мало у кого меньше 100 мегабит дома, а тогда 8 мегабит ADSL. Это все да. было реальностью. Мне в то время прям очень супер повезло. Я, был практикантом в одном институте, и потом меня взяли на полставки. А у этого института была своя тарелка, прям спутник сразу стрелял. И типа ни о каком лимите там речи не было. Типа можно было пользоваться и так, и так. Поэтому я не так остро прочувствовал то, что вы жили. Я слышал много об этих лимитах, там безлимит, потом еще касторка была, там типа все такое, но я обошел эту штуку стороной. Если бы меня 12 лет назад кто-то разбудил и сказал, что у тебя через 12 лет будет 500 мегабит, я бы сказал, я столько не потяну никогда, сколько это платить надо, и все такое, это тупо не поверил бы. Сейчас это уже реальность. Мне кажется, еще одной таким, знаешь, гвоздем, да, в 2008 году, или там вот в 2010-х, да, скажем, годах, для того, чтобы подкастинг не очень так развился, было то, что технологии были не так развиты, как сейчас, да, то есть тот же самый интернет, скорость интернета, те же самые телефоны, у которого просто если прикинуть, вполне возможно, что, у меня два смартфона. Типа один iPhone и один еще на Android, чтобы вообще, чтобы точно работало, да, все. Поэтому в то время это было вообще дикая вещь. Я помню, я там скачивал эпизод с AirPod'а, загружал на свой Sony Walkman и потом шел по улице, слушал. Сейчас вообще об этом речи нет. Ну да. Вот такая вот штука была. У меня вот iPod появился примерно тогда же, когда... iPod, да. Я его купил. Шаффл, да. Собственно, был тогда.
Он сюда приезжал с учебы летом, и мне через... Не слышно, не слышно. Так, сейчас. Тебе надо включить микрофон. Ты замьютил себя. Видишь, микрофон у тебя мьют стоит. Замьютил. Мьют баттон. Кнопку мьют отожми. Вот. Нет, не слышно, не слышно. Вот у микрофона прямо у тебя мьют стоит, видишь, микрофон у тебя перечеркнутый рядом с именем. Вот, 1, вот. 2, 1, 2, Все, 1, 2. вот Так, теперь я появился. тебя не слышу. Почему? Так, а как нам быть? Так. 1, 2, 3, 4. Я тебя слышу хорошо, замечательно. Я тебя очень хорошо слышу. Меня теперь слышно, но я ничего не слышу. Поговорили про технологии, и все, они начали подводить нас. Так. Раз. Так. Я тебя слышу. Раз. Я все время слышу тебя, Вот, всё, слышу, вот, да. теперь кажется, понял, в чем была причина. У меня тут Окей. провод от микрофона. Хорошо. Кажется, я ногой пошевелил, и все упало. Ну все, теперь вроде все хорошо. Так, на каком Бывает. моменте я вылетел? Мы говорили про айподы, Ага. шафлы и все такое. Да. Еще вот подкаст, когда развивался, я купил у Фритоника iPod. Я был удивлен тогда. Да, вот, собственно, того самого казаха в Канаде, он сюда приезжал, и он в Уральске, по-моему, жил, и Казпочтой отправил мне iPod свой бэушный. И для меня это оказалось вообще очень круто. Еще тогда экраны, вот тоже расскажи современным людям, что экраны были не резистивны, как сейчас. То есть надо было стилусом жать по экрану тогда у смартфона. То, что пальцем мы сейчас жмем, это емкостные экраны называется, это было редкостью. Я тогда с удивлением это все смотрел, как все работает. Это практически был iPhone, только без возможности звонить. iPod. Это там экран был без стилуса, да? Уже без стилуса, хотя все конкуренты еще были. Это, собственно, вот то же самое, что iPhone первый, но без звонилки. Вот, и там я увидел, что можно в iTunes на подкасты подписываться, можно их прям там на телефоне, то есть на iPod скачать, и потом идти слушать. Это вот тогда только появилось. Оно вроде бы и на Nokia каких-то старых было, но, по-моему, никто вообще туда не заходил, этот раздел, собственно. На Nokia можно было подписаться через RSS, кажется. Нужно было, там платформы, кажется, не было. Нужно было раздобыть RSS подкаст и потом закинуть его туда. И он каждый раз, когда ты заходил, проверял фид, что-то такое. Ну и, соответственно, это делали только те, кто понимал, что он делает. Большинству людей это вряд ли интересно или нужно было. Дьявольская штука была. Сейчас, кстати, ты заметил, что вообще со всех сайтов отовсюду пропали RSS-фиды? Есть такое, да. Уже и RSS-клиентов особо нет, и читать это негде особо. Google закрыл свой Google Reader, все RSS-ки пропали. И я все-таки, знаешь, у меня есть такая мысль, что RSS-ку все отказались от RSS, просто перестали демонстрировать его, да, он на всяких там сервисах есть, но его как бы не публикуют, не демонстрируют, потому что они теряют посещение вот этого ресурса. Типа, если я могу читать... реклама не крутится, все такое. Да, из-за этого... Ну, на самом деле, RSS — это прям супер классная технология же, по идее. Ну, хотели бы, делали бы интеграции нативные. Прямо в да, можно было бы, да, к RSS... Было бы желание, если бы это была супер популярная технология, наверное, придумали бы что-то, чтобы в минусе не оставаться. Ну, а так как это 1,5 гига использовало, то, походу, решили все это свернуть, на них не работать. Ну, сейчас есть классные сервисы, типа ты туда закидываешь ссылку, и он тебе выдает RSS, да, и ты можешь, ну, он будет давать тебе обновления. Ну, даже сейчас если все на мобилки перешли, там специальные приложения с новостями, там агрегаторы сайтов и так далее. Все туда ушло, походу. Да. А RSS он никому не нужен, получается. Поэтому ради там 1% пользователей никто не будет ничего делать. Не запрашивать, да, наверное. Смотри, RSS придумал чувак Дэйв Уинер или Уайнер, и рядом с ним был чувак Адам Кюри, да, или Адам Керри, как он. В общем, этот Адам Керри, да,
тебе надо обязательно послушать его подкаст. Называется «Подкастинг 2.0». А? Я его знаю, что это за чувак, да. Да. Ты вот про его новый вот этот вот проект слышал? «Подкастинг 2.0». Подкаст «Индекс» называется. Я его тогда знал, вот когда сам этим всем занимался, то есть 12 лет назад. В общем, рассказываю. Он подключил своего друга, какого-то программиста, это Адам Кюри, и они сейчас строят самый большой подкаст-каталог, альтернативу для iTunes, для Spotify и всех этих товарищей. Типа, они утверждают, что подкастинг — это сфера для свободного общения, и никто никак не должен быть ограничен, да, что бы он ни говорил на своем подкасте, и как бы должен быть открытый каталог. А чтобы попасть в iTunes, ты должен быть таким, знаешь, паинькой, да, очень хорошим подкастом должен быть. Они говорят, что это неправильно, и вообще, типа, вы задерживаете развитие этой подкаст-технологии, поэтому, короче, мы строим. И у них очень хорошо получается, да. Сейчас я напишу здесь ссылку. Называется. Это очень правильно, что они не только говорят, но еще и делают, показывают, как надо. Они просто iTunes рассказывают, как надо. Потому что iTunes, он же частный, они что хотят, то и делают. Да. Вот если кому-то не нравится, они могут сделать свое. И очень правильно, что они это делают. Да, и очень много споров выходит на тему, знаешь, типа, вот есть эксклюзивные подкасты, типа, да, подкаст, да, нужно прям здесь вот очень четко понимать, что подкаст — это именно то аудио или видео, которое распространяется через RSS, да, но Яндекс.Музыка, Spotify и iTunes теперь к этому подключился. У них есть подкасты, которые можно слушать только у них на платформе, типа, они не распространяют, но они называют это подкастом. Но технически это как бы не подкаст, у них нет RSS-ссылки. И вот такие вот события как бы сподвигли их на то, чтобы создать вот такую вот как бы каталог, альтернативу. Я не обещаю, что как бы все данные каталога будут бесплатными, мы никогда там типа не будем брать денег, продавать что-то, да, открытый будет, бесплатный, любой, кто хочет, придет, добавляет свой фид, и твой фид, твой подкаст будет выходить в поиске у других, там, в программах, я не знаю, где угодно. То есть сейчас через API можно подключиться и создать свое подкаст-приложение. Вот, и как бы это мне очень-очень классно нравится. Кстати, кажется, уже 5 эпизодов вышло. Вот, и ребята прям проделали очень крутую работу, на самом деле, сейчас посмотреть. В самом первом эпизоде там была просто одна страничка, и все, там типа ничего не было. И сейчас уже можно подключать свой подкаст, искать чужие подкасты. Вообще они хотят добавить туда комментирование, да, каждого эпизода. Типа, ну, я так понял, они хотят сделать YouTube подкастерский. Вот. И еще будет... чтобы можно было проигрыватель забрать к себе на сайт, да, сейчас это тоже одна из таких проблем. Вот, кстати, это очень хорошая идея для какого-нибудь стартапа, да, типа отдавать людям вот этот вот проигрыватель, потому что это реально проблема. У нас это было. Да, это... Не, я говорю такую, типа, ты скармливаешь сервису с RSS-ку, да, и он тебе обратно выдает плеер просто, плеер твоих эпизодов. И без всякой там дикой рекламы, понимаешь? Потому что вот все плееры, которые сейчас есть, там реклама дикая просто, реально. Ты его, чтобы поставить, от безысходности ставишь его, потому что другой альтернативы нет. А эти товарищи обещают, что там будет, типа, у них будет не так трэшово будет. Вот, жду, слежу, как бы, послушай и... Вот, может быть, я надеюсь просто, что хотя бы они тебя вдохновят начать подкаст заново. Вот. Любые мысли начать подкаст заново у меня спотыкаются о том, что у меня мало что в жизни происходит, того, о чем можно рассказать. А то, о чем нельзя рассказывать, о нем, собственно, рассказывать и нельзя, и не нужно. И в основном у меня сейчас жизнь из такого и состоит, о чем рассказывать не надо, то что это привейт. И типа... Нечего воскрешать, собственно. Если воскресить какой-то формат, где тоже что-то обсуждать, какие-то новости, это возможно, да. Но чисто свой подкаст как-то это... Смотри, что будет, если будет такое? Смотри, если я вдруг я сейчас общаюсь там со всякими компаниями, со СМИ, если вдруг я им предложу тебя как ведущий,
типа Мгм. оплачиваемый, что ты будешь вести им подкаст. Ты бы согласился на такую тему? Ну, это все индивидуально. Мне надо знать, чем они занимаются и так далее. Я, например, там о чём-то, в чем совсем не разбираюсь, и вряд ли смогу нормально вести подкаст. Окей, У меня, конечно, есть хорошо. журналистское образование, если очень постараться, я, наверно, смогу, но это уже будет за большие деньги, потому что то, что мне не нравится делать, я дешево не делаю. А если что-то будет по душе, какая-то, не знаю, там контора, но опять же, это надо находить время, но, с другой стороны, Да-да-да. если за время платят, то его легче найти. Но, Мгм. в общем, это все обсуждаемо и индивидуально. Окей. Я понял. Это просто такое. В общем, короче, есть сейчас такой стереотип. Блин, как бы жалко, что ты не отошел от этой всей темы, потому что происходят супер классные и интересные вещи, да? Мгм. Типа происходят конфликты между подкастами. В одном подкасте обсирают другой подкаст, и этот подкаст обратно обсирает этот подкаст. Кто-то уходит из хоста, да, сегодня вот тоже один человек тоже отвалился, потому что не смогла прийти, у них там что-то произошло в подкасте, и они решили типа разойтись. И Мгм. один человек уходит, подкаст разваливается, тоже такие кейсы есть. И самое классное, мне вот нравится то, что в подкастинге в Казахстане деньги есть, ребят. Вот я вам, если кто-то там смотрит, вдруг в записи слушает, просто тут все то же самое, что происходит в обычном медиа, там, в телевидении, там, на сайтах, да, точно так же продается и подкаст. Поэтому как бы считать, что мало слушают и нет денег, это, мне кажется, неправильная штука. Просто нужно создавать интересные, именно, вот, блин, почти все казахстанские подкасты, да, зациклены на полезности. Типа, это вот мы болели в 2008, да, у нас был, если помнишь, такой лозунг «Развиваем Казнет», да, развиваем, каждый утюг развивал Казнет. Да. Вот, сейчас это такая штука, что полезный контент, это супер полезный подкаст. Я предлагаю создавать интересный подкаст. Ребята, создавайте интересный подкаст. И внутрь этого интересного подкладывайте полезное. И как бы и слушатели, они придут, они не такие, не надо в них сомневаться, что, блин, не разберутся, не поймут. Они очень даже умные ребята. В первую очередь интересно должно быть самим контент-мейкерам это делать, Вот, потому что когда ты пытаешься делать что-то полезное, но при этом тебе это самому не интересно и не нужно, то да, ничего да. хорошего из этого обычно не получается. Потому что люди очень чувствуют искренность того, Мгм, о чем мгм, ты говоришь, мгм. а еще больше чувствуют неискренность. Да, это есть, это есть. Поэтому вообще сейчас есть один ресурс, сейчас я ссылку тоже закину сюда. Он называется Anchor FM, может, ты слышал, наверняка слышал. Да? И там есть замечательная статистика, и эта статистика показывает, что в основном все, ну, это, короче, бесплатный хостинг для подкастеров, и можно аудио и видео делать. Вот. И много подкастов загружают один эпизод и все, потом не выходит. Максимум туда выходит там типа 3 эпизода, все. Но ресурс как бы бесплатный, абсолютно он доступный. Ну, вот такая вот штука. Мне кажется, это вот связано с тем, что люди просто вдруг чем-то вдохновившись, что-то начинают, без какого-то плана, обдумывания, концепции, и на этом все это дело загибается. Поэтому надо любить то, что делаешь. Ну да. Вот такая вот штука. Поэтому вот благодаря вот, то, что есть вот такие технологии, как вот этот Энка, я все-таки в идее создания казахстанского подкаст-терминала, знаешь, отношусь немного скептически, потому что уж очень много нужно это вкладываться, и там нужно ориентироваться не на Казахстан, тогда уж сразу надо прям в мир ориентироваться, да, потому что конкуренция прям вообще жесткая очень в подкастинге. Технологии требуются большие. Вот Из-за такие всех вот. этих тушек тогда лимитов понятно было, для чего мы это делаем, почему мы здесь это делаем, почему мы будем востребованы в этой конкретной точке и так далее. А сейчас мир изменился, Казнет изменился, и Да, все да, стало да. немного сложнее. Когда ты что-то делаешь, да, уже сложно смотреть только на Казахстан. Да, слушай,
принципе, если у тебя есть интересное, что добавить про подкаст, добавляй, а у меня как бы вопросов больше к тебе нет. Окей, Целом. ну, собственно, обычно добавить можно то, что интересует. Так, в общих чертах, ну, собственно, вроде мы ошибки обсудили, Мгм. перспективы, они, в принципе, были на тот момент. Сейчас это немного сложнее в связи с тем, что Казнет изменился, но какие-то, наверное, есть. Опять же, я основные перспективы вижу именно в местном контенте, который либо вот на казахском языке, который Мгм. вряд ли кто-то будет за рубежом пытаться делать, либо направлены именно на местную аудиторию, которые интересны именно тем, кто живет здесь. Тогда есть Мгм. смысл именно в казахстанском. Вот. И я думаю, если на это опереться и понимать, кому и для чего делать, то уже будет проще это все делать и понятнее, как, что и зачем. Ну, в принципе, как в Мгм. любом начинании, важно поставить цель, понять, какими средствами ее достигать, и потом в конце кайфовать, что вот она цель, вот они средства, и вот мы ее достигли, и продолжаем совершенствоваться. Вот. Ну, и, естественно, первое, что нужно, это начать, что в Мгм. последнее Мгм. время у меня некоторые проблемы вызывает. Ну, бывает. Ничего. Я, кстати, вот недавно поймал себя на мысли таком, что это очень супер классное чувство, кстати. Типа, стою и думаю, блин, я не хочу начинать что-то новое. Все, Мгм. что я до этого момента вот начинал и сейчас веду, мне этого сейчас хватает. Типа, мне просто нужно не забросить это на полпути, просто довести до какого-то логического конца, чтобы итог был какой-то, и все. И это, блин, за долгие года я вот первый раз такое почувствовал. Это довольно приятная штука. Ну, это круто, да, Вот. вместо того, чтобы распыляться, пытаться что-то, 10 проектов вести, концентрироваться на чем-то и делать это качественно. Мгм, Обычно это дает мгм. результат. Смотри, я тебя приглашаю посетить вот этот наш чат в Телеграме. Прям так и наберешь «Хас подкаст», и там собраны подкастеры, подкаст-слушателей. В общем, там кое-какая движуха есть вот по подкастам, не супер живая. Вот, в принципе, есть. И этот стрим будет выходить каждую субботу. Сегодня вот такой вот вышел экспромтом эпизод, потому что завтра у меня дома завал, и еще у меня вот сегодняшний гостья, она приболела, поэтому вот это вот немного каша получилась, поэтому я думаю, следующий стрим будут более такие э, продуманные, что ли, да? Вот. Ладно, Вань, спасибо тебе большое. Окей. Завершаем Рад этот. был помочь, поприсутствовать, Да, говорить. обращайся, посещай наш чат. И всем пока. Если вы досмотрели до этого момента, вы просто супер заинтересованы в этом деле человек, спасибо. Вот, если же вы слушаете, ну, если вы смотрите, тогда послушайте этот стрим в аудио-варианте, прям наберите «Хас подкаст аудио», и там будет аудиоверсия этого стрима. Наверное, этот стрим я буду редактировать, потому что там вначале были какие-то ужасные моменты. Вот, если же вы слушаете, тогда придите, посмотрите в субботу в 6 часов в моем YouTube-канале. Всем пока.